Почему никто не видит Бога? Анастасия говорила мне, когда я в тайге с ней общался, что Бога никто не видит потому, что его мысли с большой скоростью и плотностью работают. А я вот думаю, почему он не хочет затормозить их, чтобы люди могли посмотреть на него. Старик поднял палочку и показал на проезжающего велосипедиста. Смотри, Владимир, вращается колесо велосипеда. В колесе спицы, но ты их не видишь. Они есть, ты это знаешь, но скорость вращения не позволяет тебе их видеть. Или по-другому сказать можно, скорость твоей мысли, твоего зрительного восприятия не позволяет тебе их увидеть. Если велосипедист поедет медленнее, ты увидишь спицы, колеса смазанными. Если он остановится, ты их ясно увидишь, но сам велосипедист упадет. Он не доберется до цели, ибо прекратил движение. И все ради чего? Чтобы ты мог увидеть то, что они есть. Но что это тебе даст? Что изменится в тебе, вокруг тебя? Ты будешь твердо знать об их существовании. И всего лишь велосипедист может встать и продолжить свое движение. Но другие тоже захотят увидеть, и ради этого ему снова и снова придется падать. И ради чего? Ну, чтобы взглянуть хоть раз на него. И что же ты увидишь? Ведь лежащий на земле велосипедист уже будет не велосипедист. Тебе придется представлять, что он им был. Бог, изменивший скорость своей мысли, уже не Бог. Не лучше ли тебе научиться ускорять свою мысль? Ты, когда с человеком говоришь, а собеседник твой очень медленно соображает, разве не раздражает это тебя? Разве не мучительно приостанавливать скорость своей мысли, подстраиваясь под него? Да, правильно. Под дурака подстраиваясь, самому дураком можно стать. Вот и Богу, чтобы мы его увидели, нужно приостановить свою мысль до нашего темпа, стать таким, как мы. Но и когда он это делает, присылает сынов своих, толпа, взирая на них, говорит: ты не Бог, не Сын Божий, ты самозванец или чудотворец, или на кресте распят будешь. А почему бы Сыну Божьему и не сотворить чудо? Ну, хотя бы для того, чтобы отвязались от него неверящие, чтоб на кресте его не распяли. Чудеса неверящих не убеждают, а искушают. И чудеса, творящих на кострах, сжигают, крича при этом: сжигаем проявление темных сил. К тому же, посмотри вокруг. Богом чудес содеяно несметное количество. Восходит солнце, а в ночи луна. Букашка на травинке тоже ведь чудна. И дерево. Вот мы с тобой под деревом сидим. Кто механизм придумать сможет совершенней, чем дерево вот это? Это его крупица мыслей, материализованные, живые, снующие под нашими ногами, летающие над нами в синеве, поющие для нас, лучом тепла ласкающие тело наше. Они его, они вокруг, для нас они. Но многие способны не только видеть, но и чувствовать, осознавать. И пусть не совершенствуя,
Пусть только пользуясь, но только не коверкать, не уничтожать чудесные творения живые. А что сынов его касается, у них удел один – словами повышать осознанность людскую, свою, приостанавливая мысль и рисковать непонятыми быть. А вот Анастасия утверждала, говорить просто слова недостаточно, чтобы осознанность повысить человека до значимого уровня. Я тоже думаю, слов множество и разных человечество произнесло, а толку что? Несчастных судеб вокруг полным-полно, и катастрофа может на земле случиться. Все правильно. Когда слова не от души, когда разорваны с душой их связывающие нити, слова пусты, безобразны, безлики. Во внучке Настеньки способность есть не только в слове каждом, но и в звуке, буквы каждой образа творить. Теперь учителя земные, сыны его, что воплоти сегодня, такую силу обретут, что дух людской над тьмою воссияет. Сыны, учителя, они при чем здесь? Способность ведь только у нее. Она раздаст их все и раздает уже. Смотри, ведь даже ты смог книжку написать. Читатели посыпали на мир стихами, и песни зазвучали новые. Ты слышал песни новые? Да, слышал. Так вот, в учителях духовных все это будет приумножено во много раз, лишь только с книжкою они соприкоснутся. И там, где просто для тебя слова, они почувствуют и образы живые, и сила будет приумножена у них. Они почувствуют, а я? Что ж, я совсем бесчувственный? Зачем тогда она со мной, не с ними говорила? Ты искажать услышанное не способен, и нет в тебе того, что от себя ты мог бы привнести на чистый лист. Письмо ясней ложится, но и в тебе мысль тоже будет ускоряться. Ладно, пусть ускоряется и во мне тоже, чтоб от других не отставать. Вообще, похоже, вы все точно говорите. Вот у нас в России есть лидер одной духовной общины. Поселенцы общины своим учителем его называют. Так он сказал своим последователям: читайте книжку про Анастасию, она вас будет зажигать. И многие из последователей его покупали книжку. Так значит, понял он, почувствовал. Вот потому помог Анастасии и тебе. А ты спасибо хоть сказал ему за помощь? Я с ним не встречался. Спасибо можно говорить душой. Беззвучно, что ли? Кто же это услышит? Душою слышащий услышит. Да, тут еще один нюанс есть. Про книжку он хорошо сказал. Про Анастасию тоже хорошо. А меня назвал не настоящим мужчиной. Не встретился Анастасия, настоящий мужчина, сказал он. Я сам по телевизору это слышал, потом в газете читал. А сам себя ты как считаешь? Совершенством? Ну, совершенством, может быть, и не считаю. Тогда не стоит обижаться. Ты стать стремись им. Внучка тебе поможет. На высоту смогут те подняться, кого любовь способна поднимать. Не всем помыслить даже суждено такое. Творящей скорость мысли необычная нужна. А ваша мысль с какой скоростью работает? Вам не мучительно со мной разговаривать? У всех людей, ведущих такой образ жизни, как мы,
скорость мышления значительно превосходит ту, что у людей технократического мира. Нашу мысль не тормозят постоянная забота об одежде, питании и многом другом. Но мне с тобой не мучительно разговаривать благодаря любви моей к внучке. Она так захотела, и я рад хоть что-то для нее сделать. А у Анастасии какая скорость мышления? Такая же, как у вас и отца вашего? У Анастасии она выше. Насколько? В каком соотношении? Ну, на то, что она обдумывает, скажем, за 10 минут. Вам сколько минут потребуется на осмысливание того, что она производит за секунду? Нам требуется несколько месяцев. Потому и кажется она нам иногда алогичной. Потому и одинока она совсем. Потому и помочь не можем ей существенно, что не сразу понимаем смысла ее действий. Отец мой совсем разговаривать перестал. Все пытается ее скорости достичь, чтобы помочь ей. Меня заставляет, но я и не пытаюсь. Папа считает, что это от лени. А я люблю очень внучку и просто поверил, что она все правильно делает. Выполняю с удовольствием, если чего-то попросит. Вот к тебе приехал. Но как же тогда Анастасия со мной 3 дня разговаривала? Мы тоже долго думали, как, ведь с ума можно было сойти. Только недавно поняли, разговаривая с тобой, она не приостанавливала свою мысль, а наоборот, еще и ускоряла ее, ускорила и трансформировала в образы. Теперь они, как программы ваши компьютерные, будут раскрываться перед тобой и перед теми, кто книжку читать будет, раскрываться и ускорять скачкообразно движение мыслей людских, приближая их к Богу. Когда мы это поняли, решили, что, придумав такое, она создала новый закон во Вселенной. Но теперь ясно, она просто воспользовалась неведомой ранее возможностью чистой и искренней любви. Любовь так и осталась загадкой Творца. Вот и приоткрыла она еще одну ее великую возможность и силу. А ее скорость мышления позволяет видеть Бога. Вряд ли, она ведь и во плоти живет. Бог тоже во плоти, но только наполовину. И плоть его – это все люди земли. Анастасия, как маленькая частичка этой плоти, иногда схватывает что-то, возможно, иногда, достигая немыслимой скорости мышления, она ощущает его больше, чем другие, но такое происходит с ней в короткие отрезки времени. И что это ей дает? Истина, суть бытия, осознанность, которую постигают мудрецы всю жизнь, передавая друг другу учения и совершенствуя их, постигаются ею за одно мгновение. И что же, знание лам Востока, мудрость Будды и Христа, йогу она знает? Знает больше, чем сказано в дошедших до вас трактатах, но считает их недостаточными, раз нет гармонии для всех на земле, сегодня живущих, и продолжается движение к катастрофе. Вот и выстраивает она свои немыслимые комбинации. Говорит: хватит учить людей наставлениями, хватит
искушать их яблоком Адама и Евы. Надо дать им почувствовать, именно почувствовать то, что ощущал человек раньше, что мог он и кто он. Значит, вы хотите сказать, что у нее действительно может получиться что-нибудь хорошее сделать для всех людей? Если это так, то когда это начнется хорошее? Оно уже началось, пока только маленькие росточки, но это только пока. Где они? Как их увидеть? Почувствовать? Спросить их, кто книжку читает. Они в них. Она ведь у многих светлые чувства вызывает. И этого уже нельзя отрицать. Тебе-то многие подтвердят. Получилось у нее со значками. Невероятно, но получилось. А сам ты, Владимир, подумай, кем ты был и кем ты стал. Это, Владимир, раскрывается образная программа в тебе. И в людях раскрывается ее душа. Мир начинает меняться в вас, изменяя образы окружающие. Мы не можем постичь до конца, как ей это удается. То, что лежит на поверхности и явно, это еще можно разобрать. То, что ей помогает осуществлять эту явь, остается загадкой. Можно, конечно, усиленно пытаться разгадать ее, но не хочется отвлекаться от прекрасной зарождающейся яви. Прекрасным рассветом дня нужно любоваться, когда начинаешь раскладывать, почему происходит он, место очарования получаешь копание, ни к чему не ведущее, ничего не меняющие. Надо же, как все необычно и сложно. Я все же надеялся, что Анастасия просто отшельница, только необычно добрая, красивая и наивная немножко. Так говорю же тебе, не надо копаться, не забивай себе голову, если сложно. Пусть и остается она для тебя красивой, доброй отшельницей, раз такой предстала перед тобой. Другие другое увидят. Тебе дано то, что дано, иного твое сознание и не вместит пока. И это хорошо. Постарайся просто любоваться рассветом, если сможешь. Это самое главное. Благодарю вас за чтение, матушка моя любимая. Чудесно читали, интересная глава благостных снов. Я вас благодарю за то, что слушаем. Вот уже 20 лет. Больше, наверное, считаем мы эти книги. Вот. Поэтому сейчас хотим, чтобы кто желает, тоже слушал нас. Да, Ломка? Угу. Да, благодарю. И всем желаю счастья, радости, любви на этой земле. Доброе утречко всем. Сегодня у нас утренние напитки. Захотели быть алоечки. Вот они у нас, целый лес. Ты хочешь давай, да? Пусть будешь ты. И берем псибурщага уляны. Вот, эта трава успокаивает желудок. А сейчас я вместо с алоэ сделаю. Захотела. Это псибурщага уляны. Несколько гвоздик добавили. Сегодняшний напиток вкусный, полезный напиток, волшебный, наполненный, переполненный, счастливый, радостный. Готов. Здравствуй, утро. Здравствуй, небеса и солнышко, вся вселенная. Здравствуй, Родина, наше родовое поместье. Мы
А сегодня второй раз делаем утренний зеленый напиток. И собираем для этого сбор. Мелиссу взяли, стевию берем, перец. Вот красавец. Возьмем шпинатик, возьмем. Дерево такое. Да все листики на дерево похожие. Мокрицу берем. Берем подорожник индийский. Огурчик, красавчик. Пойдем, пойдем, пойдем. Огурчик, красавчик. Дири-дири-дири. Молодец, что выращи такие. Молодцы. Благодарю. Я вас люблю. Лимонграсс возьмем. Я хочу сегодня взять вот одну свекольную. Вот она. Вот сбор вторичного напитка. Второй раз уже делаем на сегодня. Огурчик, свекла, шпинатик, укропчик, индийский подорожник, псилиум, мокрица трава, лимонграсс и мелиссу и финики. Наливаем в блендер вот эту оставшуюся часть напитка с раннего утренника. Вот это есть питание настоящее, чудесного, красивого, любвеобильного, радостного, счастливого дня и мгновения жизни, волшебных для всех, для Земли, для Вселенной. Да, 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 да. Разум, радость, жизнь, любовь, истина вечность. Разум, радость, жизнь, любовь, истина вечность. Стою босиком, ноги на ширине плеч, руки поднимаем, как буква «Ж». Корни ног уходят, а в землю руки поднимаются и купаемся в потоке солнечных лучей, в силе света. С благодарностью принимаю свет любви. Творца великого, мудрого, разумного, с благодарностью. Идем к нашей родной водичке. Пожелаем ей здравия. Да, водичка? Здравствуй тебе. Идем на утреннее омовение. Ты водичка наша, ты водичка родная, ты водичка мудрая, чудесная, любвеобильная. Я люблю тебя, я люблю тебя, мы тебя любим, я люблю тебя, мы тебя любим.